Акт о государственной независимости Республики Абхазия был принят парламентом республики 12 октября 1999 года. Народное собрание приняло документ по результатам общенационального референдума 3 октября 1999 года, где 97% населения Абхазии выступило в поддержку проекта Конституции, принятой 26 ноября 1994 года. Документ был принят Верховным Советом и обозначал правовые основы независимого государства Республики Абхазия. Акт отразил изменения, произошедшие в абхазском обществе в момент принятия Конституции республики. С этого документа, вобравшего в себя достижения многолетней борьбы народа Абхазии за независимость, начался новый период развития республики. С докладом на эту тему на конференции в Абиги выступил доктор исторических наук профессор Аслан Авицба. Акт о государственной независимости завершил процесс юридического закрепления суверенитета статуса Республики Абхазия. Этим шагом Абхазия еще раз дала понять всем, что она не намерена обсуждать свой политический статус. Хотя в день принятия акта Ардзинба, выступая перед депутатами, сказал: «Мы готовы продолжить переговоры, в том числе с соседними государствами». Но он там же добавил: «Борьба за независимость должна быть продолжена, и мы достигнем своей цели». Об этнодемографических процессах в Абхазии в XIX-XX веках рассказал кандидат географических наук Нури Багапш. Согласно докладу молодого ученого, этнодемографические процессы прошлых столетий оказали большое влияние на сложившуюся к концу советской эпохи этническую мозаику Абхазии. Изучением этнодемографических процессов последних столетий в жесткой привязке к попыткам доказательства автохтонности картвельского населения в Абхазии активно занимаются и современные грузинские ученые. Виктор Шнирельман в ходе обстоятельного анализа этнодемографической составляющей грузино-абхазской исторической полемики отмечает, в частности, следующее, цитата: «Новым предметом абхазо-грузинского спора в конце 80-х годов стала демографическая проблема. Впервые она явственно прозвучала в абхазском письме. Затем ее активно начали обсуждать Шалва Денисович Налыпа и другие абхазские авторы. Поводом к этому послужили неоднократные заявления Звяда Гамсахурдия и других грузинских политических активистов о том, что якобы 17% населения Абхазии, то есть абхазы, имеют здесь невообразимые привилегии и чуть ли не эксплуатируют всех остальных. Поэтому абхазские ученые обратились к этнодемографической статистике, свидетельствующей о резких изменениях в этническом составе населения за последние 100-150 лет». На конференции с докладами на различные темы, такие как развитие абхазского языка, внешнеполитическая деятельность Республики Абхазия после признания независимости и другие, выступили молодые историки, аспиранты и педагоги университета. Кандидат исторических наук, заместитель директора Абиги Наала Касладзе отметила, что привлечение молодежи в область научных исследований является одной из приоритетных задач Абхазского института гуманитарных исследований. Молодые ученые представляют кадровый и интеллектуальный резерв как самой науки, так и всего общества в целом. Для успешного развития абхазской науки необходимо создание мощного кадрового потенциала из молодых исследователей, энергичных, активных, с инновационным мышлением, конкурентоспособных, стремящихся к непрерывному повышению уровня своего развития, обладающих профессиональной мобильностью, чувством ответственности, творческим потенциалом. Первая научная конференция аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь. Актуальные проблемы абхазоведения», посвященная 20-летию акта о государственной независимости Республики Абхазия, продлится 2 дня. В ходе конференции будут также зачитаны доклады на тему абхазского языка, литературы и фольклора. По итогам конференции будет принята резолюция и создан оргкомитет Совета молодых ученых Абхазии. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.